Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева, и в начале о главных темах. Месяц очищения, самодисциплины и укрепления веры. Такие встречи со студентами проводятся регулярно и приносят огромную пользу. Муфти республики провел просветительскую беседу со студентами Чеченского государственного университета. Он стал символом стабильности и мира в регионе. Профессиональная деятельность всех присутствующих благородная. В отделении социального фонда провели мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции Чеченской Республики. Важный и нужный проект для региона. Препарат. Мы его берем, заходим в госуслуги. В Грозном активно развивается аптечная сеть Дарба Фармаси. Рамзан Кадыров посетил ифтар в Объединенных Арабских Эмиратах. На разговение главу региона пригласил президент Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заед Аль-Нахаян. В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления двухсторонних отношений и сотрудничества в экономике и культуре. Рамзан Кадыров выразил благодарность за теплый прием, а шейх подчеркнул важность дружбы между народами. Визит стал значимым шагом для дальнейшего развития отношений между Чеченской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами. Муфти республики Салах Хаджи Межиев встретился со студентами Чеченского государственного университета. В ходе встречи он рассказал о духовном значении этого благословенного времени, важности поста и укрепления духовных ценностей. Слово Мадине Нуцалчиевой. На этот раз очередная встреча муфтия Чеченской Республики Салаха Хаджи Межиева и студентов Чеченского государственного университета посвящена священному месяцу Рамадан и его значению в жизни мусульман. Сперва он напомнил собравшимся, что пост – это не только физическое воздержание от еды и питья, но и возможность духовного самоочищения, улучшения своего характера и укрепления связи с Аллахом. Нарушается ли пост, если мусульманин будет говорить неправду, если ложь была во благо? Нагасан на стагу вомот бейте, я хац мот бейте, я эшпш бейте, я таумш дейте, ша махцадух, мах ял юшту, уменьшается вознаграждение у Господа. Муфти обратил внимание на важность контролирования своих эмоций и проявления терпения в это священное время. Студентам рассказали, в каких ситуациях верующий освобождается от соблюдения поста, портят ли его внутривенные капельницы и внутримышечные уколы. Также обсудили нюансы в совершении намаза дома и в пути. Учащиеся активно участвовали в беседе, задавая интересующие их вопросы. Конференция, можно так сказать, прошла очень интересно. Она была достаточно веселой, были заданы даже смешные вопросы. Муфти ответил на все интересующие нас вопросы, и все прошло хорошо. Дополнительно молодым людям дали рекомендации в проведении сухура и ифтара. Потребляемая пища влияет на общее самочувствие постящегося и уровень его энергии в течение дня. А потому лучше отдавать свои предпочтения блюдам, богатыми сложными углеводами, белками и клетчаткой, избегать избыточного потребления сахара и жирной пищи и, конечно же, пить достаточно воды. Такие встречи со студентами проводятся регулярно и приносят огромную пользу. Мероприятие становится площадкой для обмена знаниями, обсуждения актуальных вопросов и укрепления духовных основ. Мадина Нуцалчиева, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошел первый этап всероссийского конкурса хафизов Корана среди женщин, организованный Хутмат Кадыровой. Это уникальное мероприятие объединило участниц со всей страны, которые продемонстрировали свое мастерство в чтении священного писания. Репортаж Медины Мударовой. Чтобы принять участие в конкурсе, Фатима Айгумова приехала из Ростовской области. Девушке 22 года, читает священный Коран с 9 лет, а наизусть его выучила в 17. Несмотря на отсутствие зрения, Фатима вместе с матерью преодолела огромное расстояние. Все для того, чтобы доказать, что вера и упорство способны разрушить любые преграды. Я начала учить Коран по Брайлю, по точкам. Одна из учительниц по онлайну, по Корану. Она отправила нам ссылку. И вот мы позвонили. Вот я хотела. А вот для чего ты решила принять участие? Ну, просто для себя, чтобы закрепить Коран.
чтобы для себя, ради Аллаха. Финальный этап первого всероссийского конкурса хафизов Корана среди женщин прошел в Театре юного зрителя. Мероприятие стало возможным благодаря проекту Women in Islam, автором и руководителем которого является Хутмат Кадырова. Она подарила возможность талантливым женщинам со всей страны продемонстрировать свои знания и любовь к священному писанию. 19 и 20 марта Грозный стал центром притяжения для тех, кто посвятил свою жизнь изучению священного Корана. 23 участницы, прошедшие строгий отбор в регионах России, приехали в столицу Чеченской Республики, чтобы показать свои знания. Поддерживали хафизов родственники и просто зрители. Сегодняшнему событию они рады не меньше самих девушек. Мы приехали целой группой из Северной Осетии, город Владикавказ. Когда мы услышали об этом мероприятии, то возникло огромное желание посетить, потому что это такое благословенное мероприятие, такое событие. Все присутствующие прошли долгий путь подготовки, чтобы сегодня представить свои знания и мастерство. Порядок выступления таков. Участница берет билет с указанием суры и читает ее наизусть. Важно соблюдать все правила и особенности арабского языка. Значение и смысл священного писания можно исказить, если неправильно произнести букву или неверно расставить паузу. Каждый день с утра до глубокой ночи девушки отдавали все свое время на изучение священного писания, отвлекаясь только на намаз и обед. Одна из них, София Идиева, девушка представила Чеченскую Республику. Хафизом Корана стало 8 лет. Я подготавливалась месяц назад, я начала подготавливаться. И, я, конечно, переживала, но все равно ничего, я зато во второй раз, на третий раз я уже готова вступить в конкурс. Так как это был первый раз, я переживала очень много. Оценивала выступление компетентное жюри, в составе которого была хафиз Корана, преподаватель Российского исламского университета Савсан Аль-Мунаджид. Жюри учитывало грамматику, правильное и мелодичное произношение. Хочу выразить огромную благодарность Хутмат Рамзановной за организацию такого замечательного и нужного мероприятия. Радует большой интерес у населения к религии, желание учиться. А если говорить о критериях оценки, то за заучивание Корана наизусть мы давали полбалла, а за знание правил таджвида чуть меньше половины. За предупреждение, самоисправление тоже снимали часть баллов. Правила были не слишком строгие, чтобы у них не отпало желание принимать участие в конкурсах. В целом уровень хороший, была приятно удивлена знаниями конкурсантов. Изучение Корана – кропотливый труд. Если есть желание и сила воли, то успеха можно добиться. В этот день девушки показали огромное усердие. Результаты станут известны 20 марта на торжественном ифтаре. Там же определят победителей и призеров. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Месяц Рамадан, когда мусульмане всего мира соблюдают пост и уделяют внимание благотворительности, в мечетях нашей республики проходят бесплатные ифтары. Каждый желающий может присоединиться к трапезе. Такие ужины объединяют людей разных возрастов и создают атмосферу единства и милосердия. Наш корреспондент побывала на одном из таких разговений и расскажет, как проходит это доброе дело. Фрукты, напитки, горячая еда – все максимально по-домашнему. Благотворительный ифтар региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова организовывает каждый священный месяц Рамадан. Этот также не стал исключением. Совершив вечерний намаз, верующие сразу приступили к разговению. Все уже готово. Участие в акции смогли принять все желающие, что подчеркивает открытость и щедрость мероприятия. مرز يكون اش بوسبنا غوشاقيش متغير سوندا يا سا دا اوبدر دا شدا دو وي بچا وي مخنا وي مفتي مصو بوسبنا قام دا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Благотворительные ифтары в мечети приносят множество преимуществ и положительных моментов для общины, способствуя сплочению, поднимая уровень духовности и напоминая о важности моральных ценностей, таких как сострадание, щедрость и забота о ближнем.
تنخيت عقل وساق الفوس وزدر مواد كده شامبو وزدر حواتر وخزدر عيشت خلال وخزدر وين تعجد والله نخشى أو بيزا تسير عقلنا تعتر عادة تجدوي تعتر دين دوي تعتر مت راجع شوار تعتر بوي دال ساق دول دار دال ملح دول مرهج دال أول دار. Стоит напомнить, что последние 10 дней священного месяца являются самыми значимыми, ведь именно на них выпадает благословенная ночь Лейлатуль Кадр. Мадина Нуцалчиева, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В отделении Социального фонда России по Чеченской Республике прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции, празднику, который символизирует верность закону, правам человека, основам государства. Вспоминали не только о ценностях, заложенных в главном документе страны, но и чествовали тех, кто ежедневно воплощает эти принципы в жизнь. О подробностях событий и награждениях сотрудников расскажет Турпал Али Тайсумов. Отделение Социального фонда России по Чеченской Республике ведет свою деятельность с начала нулевых. В честь наступающего Дня Конституции региона здесь приветствуют отличившихся людей, чья работа важна и полезна. Профессиональная деятельность всех присутствующих благородная. Следить за тем, чтобы пенсии и социальные выплаты разным группам лиц региона выплачивались вовремя и в полном объеме. Некоторые трудятся год, но есть и те, кто на данном поприще уже с момента образования. Управляющий отделением Социального фонда России по субъекту Мамат Эми Ахмадов рассказал, как проходило возрождение всех социальных направлений после того, как народ под началом первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, проголосовал за то, чтобы быть с Россией одним мощным и единым целым. А благодаря нынешнему руководству люди пришли к настоящему благосостоянию. Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, продолжая политический и социальный курс, намеченный Ахмат Хаджи Кадыровым, уверенно ведет нашу республику по пути социального и экономического развития, укрепления гражданского общества и повышения благосостояния своего народа. Как всегда подчеркивает Рамзан Ахматович, конституционные права и свободы граждан являются высшей ценностью, а обязанность государственных служащих не только их соблюдение и обеспечение, но и ежедневное стремление к их укреплению, благодаря чему мы имеем высокие показатели уровня жизни населения нашей республики во всех сферах. В рамках мероприятия Мамат Эми Ахмадов провел большое награждение. Сотрудники самых разных отделов были отмечены почетными грамотами, благодарностями, отличительными знаками. Женщины уходили со сцены с традиционными букетами цветов. Зубайраевой Зарете Сайфсамзатовне, Кадиевой Линде Шахрудиевне. Такое внимание к каждому из них имеет колоссальную ценность, отметили собравшиеся. Это мотивирует трудиться далее, во благо всех жителей нашего родного края. Это очень важный день для нашей республики. И я очень горжусь, что я сегодня живу в этой республике. И благодаря нашему руководству нашей республики сегодня мы пришли к такой мирной жизни, прекрасной жизни. Турпал Али Тайсумов, Магомед Басаев и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Рамзан Кадыров своим указом присвоил высшее звание Герой Чеченской Республики Конах видеооператору ЧГТРК Грозный Умару Хизирову. Об этом в ходе встречи с руководителем средств массовой информации сообщил помощник главы субъекта, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В своей речи он в первую очередь выразил благодарность главе региона за постоянное внимание к сотрудникам СМИ, ежедневно освещающим события разных направлений. Касаемо награды, отметил, что она досталась Умару за личные заслуги в деле защиты интересов Отечества, мужества, отвагу, проявленной при исполнении служебного долга. شيء عم وقت ديش ميرا ولش يح يولش شيء بولا بيش حيل دولش والله أنا وست كنت هولي وحولي أتميتت أتميتت ووي تقو نقرأت شو ريسبوبليكيا
قاقو قحوك شوي كور كولكتيفيا شيء نوع قحوك شوي قاستن سون وشو خلا إشتا وي كولكتيفيرا وقت الويدنير غروزنا كنالير عمره أسهو يوليلش عندنا دحردن أتسدعوان نانو تريتوريا بيلش بيشول دقنير بيلش مو بيشور تيجي عم هين سبوه دابان زعت جروب جورناليست سابق تيجدعوه تشوجين عشول هم ديش تقول سابق أكتيف نشيء إنساتيوا يولش تعبال قحوك شغل عمره سما ولش ميرا ولش عنشين شرع جيرج إتا اسمه يولش عبوال بيشتغلوا وين ماتيريالش حاجة أتش صوصونا هرتيجي عتسوي وشتقوات قنزي عتسوي وشتقوات قنزي عتسوي وش مرشوت تات ملها يق ديليجاتيات تقول تعرف شيء دائما عمر اللي عاخدتن هو ميتش تعرف ديز ميتش تدا ديز ميتش حداك ديز توش شاولش متيع سما ولش حيل دولش تا خوات كي ولش ولتنا تسب كي ولش دا خواتن دا وختن جا تيجنا واسطوط اختك دعوان هوا كير شكر دا خلخل توان بولجا سبيزال نوين операция ولجا تيجا قدا معاو بشي خلدو عمر تعشي شو غيرك خنر تيجا ولا تعاشا هوا دعوغت قد ولا شابو شوش جالا وتصدي شوش انزا ميتش خن دعوانا قدا دعوات كيچا ولش وي كولكتيفيرا دوقنا واشوت بول بيش بول تيجا دعبخش تنو مرسكريت لنا وين هوش دعبخ لها تار تعبك اشتوي إبراهيم سوغي بوغوز عاول شحن أنا وقت هوش تيخي كوريسبوندنت وركاس вообще талантливый журналист раскрылся тига иш да гуч бол халуа йолча халуанга атванга гуч бол иш дигна васту умар дака ой республики арамдан ашса юк яқин кил наградил Герой Чеченской Республики Герой Чеченской Республики бога из-за юк наградил إذا قنوت يعلونا ملخة награды, если он получил, قنوت يعلونا إذا большая честь, гордость и награда хилер. А в республике почти 1 600 000 тагу, их адам дуде, их ну ахахок валдол хол, ну герой республики убог. И звучит статусно красиво. Астен вой коллектив, швойна вашо аха, иш герой Чеченской Республики наградульш. Нам осталось вой масан яхкамбу. وين مثلا خاص يتردو قد дополнительно ответственностью да молаха войм когда иштхадата истуати дуқи инаграчага юрионо тана там деят вам болча дa'wana майра волш ях юлш qahux qashia beladi qarshdik dozog шадек коч дешен тедилнак хаве энхларна умарина да указом главы республики Герой Чеченской Республики награду определителен и дамурю койца до херда алмула. После слов поздравления Ахмед Дудай вручил молодому заслуженному журналисту награду. Отметим, что в зоне специальной военной операции Умар находился постоянно с самого начала на протяжении 2 лет. Работал в Бахмуте, Рубежном, Лисичанске, Марьинке, Белгороде и Курске. В 22 году Рамзан Ахматович стабильно связи, Шилду, Ямецду, журналисту, СМИ, Беллойду, Алтессенцедуч. Командирш يشخص نيخسن يقل ريزولتات شر إشيو دعاء تدخون خلدات سرقل ريزولتات يشخص سموني خلر تكون شيء بيش تو سنة سقتيش سقط دور كاج دبيسن تلوان توش وميش عادو هديشتو سمتان يلا جوق نجراديو Герой Чеченской Республики ديريس خيد رمضان أحمدويشنا أقول يوق نجراد يلرنا دال مقلقدا سايبلت يا قيل سمقح يقردو قوي دال مقلق. В рамках борьбы с необоснованным ростом цен на продукты питания в нашем регионе продолжаются рейды по проверке торговых точек. Наша съемочная группа побывала на месте событий и узнала, как изменилась ситуация и как разнятся цены. Меньше 2 недель остается до одного из главных праздников мусульман Ид-аль-Фитр. И один из волнующих местное население вопросов – это рост цен на продовольственные товары. Телерадиокомпания «Войнах» вновь посетила центральный рынок Беркат, чтобы узнать, какова обстановка с покупаемостью тех или иных продовольственных наборов. Цены разнятся. В одних блоках стоимость не изменилась, но в других стала даже ниже предыдущих дней. Владельцы торговых точек отмечают, что успех с продаж наступает только при доступных ценниках. Нам это месяц 10 рублей, которые мы зарабатываем. Алхамдулилlah, еще говорим. Нам это много не надо, потому что этот месяц нельзя цены повышать. Этот месяц, наоборот, подешевле надо давать.
Ассортимент огромен. Даже в непогоду покупатели приходят за необходимыми товарами. По их словам, на данный момент разница все-таки есть. Цены стали доступнее. Хоть и не на все, но самое необходимое. Среди торговых палаток есть и те, в которых работают самые добросовестные люди. Понимая надежду посетителей на справедливую продажу продовольственного товара, они идут навстречу, не завышая цену необоснованно. Стоит отметить, рейды с разъяснительными беседами продолжаются по магазинам и рынкам субъекта, как городских, так и районных населенных пунктах. Чиновники предупреждают, прайс-листы должны быть составлены четко, и отпускать товар необходимо только по ним. В преддверии завершения месяца Рамадан люди стремятся приобрести как можно больше продуктов к столу. Региональное руководство напоминает, цены не должны быть завышенными с целью обогащения за счет увеличения спроса. Некоторые продавцы это понимают. Делая скидки, они дарят людям еще один праздник – доступность покупок. Турпа Лолита Исумов и Шамсудин Джабраилов. Вести. Чеченская Республика. В республике активно продолжается реализация проекта открытия сети аптек Дарба Фармаси. Эти аптеки обеспечивают доступ к качественным и доступным лекарственным препаратам. Это вопрос охраны здоровья жителей, важный шаг в укреплении системы здравоохранения. Подробности в материале Рамзана Абуева. Что вам нужно, что вас беспокоит? В аптеке Дарба Фармаси каждый посетитель может быть уверен, что ему не просто продадут препарат, но и проконсультируют для безопасной и эффективной покупки. Фармацевт подробно расскажет о составе, действии, побочных эффектах и правилах применения медикаментов. Для каждого клиента у нас индивидуальный подход. Я занимаюсь не только отпуском лекарственных средств, но и консультирую посетителей по любому их вопросу, исходя из их симптоматики, подбирая лучшее лекарственное средство для скорейшего выздоровления. Дарба Фармаси – самая крупная аптека на Северном Кавказе. Ее площадь составляет 1200 квадратных метров. Для удобства клиентов здесь организовано раздельное обслуживание мужчин и женщин. Самая большая зона представлена – это ухода, потому что непосредственно, и так было и заложено, здесь представлен весь уход. Это имеется в виду и детский уход, и для женщин, и для детей. Также представлено по зубным щеткам, зубным пастам. От эконом до премиум класса у нас представлено здесь все. Для Малики Лалаевой эта аптека стала не просто местом для покупки лекарств, а настоящим центром внимания и заботы. В этой аптеке ассортимент большой. Есть консультанты, очень вежливые, то, что надо, подскажут. Ассортимент тоже есть, вот витамины, лекарства. Как видите, аптека большая, просторная. Одной из особенностей новой аптечной сети является широкий ассортимент лекарств, включая товары исламской медицины, спортивное питание и многое другое. Всего более 9000 наименований. Здесь установлен медицинский металлический шкаф, предназначенный для хранения медикаментов. В нем лекарства, которые требуют предметно-количественного учета. Особое внимание уделяется препаратам, относящимся к области неврологии и психиатрии. Их учет необходим для обеспечения безопасности. Качество препаратов подтверждено всеми необходимыми сертификатами. Для тех, кто хочет удостовериться в подлинности товара, существует возможность проверить информацию через портал госуслуг. Вот, допустим, препарат. Мы его берем, заходим в госуслуги. Это уже 4-я аптека сети в столице. В течение года планируется открытие еще 11 филиалов по всему городу, что значительно улучшит доступность медикаментов для жителей. На данный момент в Чеченской Республике функционирует 331 аптека. Приходите еще. Рамзан Абуев, Салямин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Социальный фонд Хайра провел акцию в Республиканском реабилитационном центре для детей с особенностями здоровья. Такие акции дарят детям не только моменты счастья, но и напоминают нам о важности поддержки тех, кто в ней особенно нуждается. Радость детей разделила наш корреспондент Лимда Жамалдинова.
Социальное сообщество Хайра активно работает в сфере поддержки детей с особенностями здоровья, реализуя множество благотворительных проектов и инициатив. В этот священный для мусульман праздник Рамадан по своей 5-летней традиции организация вновь провела акцию, которая прошла в Республиканском детском реабилитационном центре. إذا يصوغ شدوتشي إيش تسيوتشي بس إيش دلها إيش تبارك بيحكنس عشان نمانينا شاش بيلقى داش أو خاص خيط بيرش إيش تناخ أو داقل وسخومن تاع وياريت تعشي دي قدي حال أبي بيتنا сразу تنسون إيش تلهم سامكم موشق تعتا ويصوغ إذا أثناء. Получая подарки, лица этих особенных детей озарились радостью и удивлением. Каждый презент стал для них символом заботы и внимания общества. В этой коробке собраны разные сладости, которые порадуют детей, а в пакете пластилин и доска для творчества. Такой набор – отличная возможность сочетать радость от вкусняшек с увлекательным процессом. Взгляды детей светились счастьем, а улыбки не сходили с лиц. Девочки выразили большую благодарность всем, кто принял участие в данной акции, и рассказали, как они будут использовать подарки. Чтобы организовать это мероприятие, была проведена благотворительная кампания по сбору средств. Благодаря отзывчивости и щедрости нашего общества Хайре удалось порадовать детей с ограниченными возможностями. Лимда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Ахмед Хазриев, Вести, Чеченская Республика. Таким был день. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.